У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Уласныя квадратныя метры ў шматпавярхоўцы, прыватны дом, сацыяльная або арэндная кватэра. Як палепшыць свае жыллёвыя ўмовы, колькі жылля ўзводзіцца ў вобласці, як развіваецца будаўнічая галіна. Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Больш за 60 тысяч жыхароў вобласці стаяць на ўліку на паляпшэнне жыллёвых умоў. Пытанне дзяржаўнай падтрымкі пры будаўніцтве жылля рэгламентуецца указамі прэзідэнта Беларусі нумар 13 і нумар 240. Апошні пачаў дзейнічаць з сярэдзіны 2017 года і значна ажывіў жыллёвае будаўніцтва. Амаль палова спіса на паляпшэнне жыллёвых умоў прыходзіцца на Віцебск. На ўліку 29 тысяч гараджан. З іх для 4 тысяч заканадаўствам прадугледжаны значныя льготы. Это и многодетные семьи, это и дети-сироты, и семьи, в составе которых имеются дети-инвалиды, ветераны боевых действий на территории других государств, лауреаты премии, специальной премии президента и другие граждане, которые проживают 10 лет в общежитии по договорам найма частного жилищного фонда. На сегодняшний день у нас на учете нуждающихся остается состоять 314 многодетных семей. 285 из них были уже приглашены в прошлом году и позапрошлом году на строительство жилья с государственной поддержкой. У нас в прошлом году порядка 670 многодетных семей, а состояло их 1000, около 1000, улучшили свои жилищные условия путем строительства жилья. 8 жилых домов у нас было на распределении. Один дом был переходящий на этот год, то есть реально у нас построено 7 жилых домов с участием многодетных семей в строительстве жилья с государственной поддержкой. В этом году у нас запланировано также 41 тысяча с лишним квадратных метров для строительства жилья с государственной поддержкой для граждан, состоящих на учете нуждающихся. С 1 сакавіка у сілу ўступаюць некаторыя змены ў заканадаўства па дзяржаўнай падтрымцы пры ўзвядзенні жылля. Многодетные семьи также направляются на строительство жилья, но с одной оговоркой. Семьи, которые и трудоспособные члены семьи, которые не заняты в экономике, они не будут направлены на строительство жилья с государственной поддержкой. После того, как они приступят к работе, они вправе обратиться по вопросу направления их на строительство. Также вносятся изменения и, в частности, такой категории, как семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. Значит, те семьи, в частности, многодетные, которые имеют 3 детей, и из которых один ребенок является инвалидом, для такой категории гарантировано право на погашение основного долга по кредиту, это именно 50%. Если раньше такого не было, то это им дает право, то есть льготу, хорошую льготу. Такая же сегодня это и поддержка по детям-сиротам. Им увеличены погашения по основному долгу с 35% на 50%. У дзяцей-сірот, якія дасягнулі 18гадовага ўзросту, ёсць выбар – будаваць уласную кватэру або прэтэндаваць на сацыяльную. Але сацыяльная кватэра выдаецца толькі на 5 гадоў, потым жыллё становіцца арэндным. Тым не менш, у Віцебску 216 дзяцей-сірот чакаюць менавіта сацыяльнай кватэры. У цэлым па вобласці за мінулы год палепшыць жыллёвыя ўмовы змаглі 1213 сямей, якія маюць права на льготы. Пры заданні 400. У планах на гэты год лічба павялічана да 1116. Значна паскорыць забеспячэнне сацыяльным жыллём дазволіў сумесны беларуска-кітайскі міжнародны праект. Ён прадугледжвае бязвыплатную тэхніка-эканамічную дапамогу ўрада КНР на ўзвядзенне такога жылля. Дамова прадугледжвае 3 этапы. Першыя 2 ўжо практычна рэалізаваны. У Віцебску пабудаваны 2 120-кватэрныя дамы. Мы смогли продвинуться по детям-сиротам, предоставили им жилые помещения социального пользования, семьи, в составе которых дети-инвалиды, многодетные семьи, то есть те, которые не могут строиться. Поэтому на сегодняшний день это очень хорошая альтернатива, и надеемся, что в будущем у нас будет и 3-й проект строительства социального жилья, если все у нас сложится хорошо. З'явіліся такія дамы і ў Оршы, Наваполацку, Лепелі. Летам будзе здадзены дом у Полацку. 3-й этап прадугледжвае будаўніцтва 4 40-кватэрных дамоў у Сянне, Талачыне, Докшыцах і Навалукомлі, а таксама яшчэ аднаго дома на 108 кватэр у Оршы.
Скарыстацца дзяржаўнай падтрымкай на паляпшэнне жыллёвых умоў могуць і маладыя сем'і, у якіх выхоўваюцца двое непаўналетніх дзяцей. Праўда, прэтэндэнтаў на такую падтрымку значна больш. У Віцебску летась распачаць будаўніцтва прапанавалі сем'ям, якія сталі на ўлік на паляпшэнне жыллёвых умоў да 31 ліпеня 2007 года. Конечно, не все из них согласились на строительство жилья. Мы их отправили только 31 молодую семью на строительство жилья. В этом году мы планируем с учетом выделенных денежных средств и объемов и плюс тех домов продвинуться дальше по очереди, и в том числе по этой категории. Адзін са спосабаў палепшыць жыллёвыя умовы – атрымаць арэндную кватэру. Летась у вобласці здадзена амаль 8 тысяч квадратных метраў такога жылля. Сёлета ўзвядуць яшчэ 10,5 тысяч. Арэндная плата за карыстанне такой кватэрай залежыць ад базавай велічыні і складае сёння 3 рублі 6 копеек за квадратны метр, плюс камунальныя плацяжы. Атрымаўшы арэнднае жыллё меншай плошчы, чым прадугледжана нарматывам на аднаго чалавека, сям'я захоўвае за сабой права скарыстацца дзяржаўнай падтрымкай на будаўніцтва ўласнай кватэры. Фінансуецца будаўніцтва жылля за кошт крэдытаў, якія выдзяляюцца згодна з указамі нумар 13 і 240, з абласнога бюджэту. Гэта сродкі, што паступаюць ад наймальнікаў арэнднага жылля і ўласнікаў за прыватызацыю кватэр. Камерцыйнае жыллё ўзводзіцца за кошт будаўнічых арганізацый, якія самі яго і прадаюць. Сёлета ў вобласці запланавана здаць 325 тысяч квадратных метраў жылых плошчаў. Эти планы доводятся нам из Министерства и Совета Министров Республики, исходя из тех средств, которые привлекаются для строительства жилья на текущий год. Ну и в последнее время тенденция идет увеличение жилья. Если в 2017 году было 255 тысяч квадратных метров, в 2018 году в области доведена цифра 299 тысяч квадратных метров, на 2019 325. Тенденция идет к повышению. Это и загрузка наших флагманов предприятий, это ДСК и ТРЭСТ-16 Новополоцкий, которые могут по своей мощности строить только в течение года. У них мощности позволяет более 300 тысяч квадратных метров, не считая другие организации. Поэтому потенциал в области и есть. Значит, и доведенное задание, оно небольшое, но раз оно повышается планомерно с точки зрения увеличения денежных средств и на инженерно-транспортную инфраструктуру, то этот показатель для области, в принципе, подъемный, и область справится с этим заданием. Аршанскі раён – рэгіён апераджаючага развіцця. Жыллёваму будаўніцтву тут таксама значная ўвага. 9 шматкватэрных дамоў плануецца здаць на Аршаншчыне ў гэтым годзе. В прошлом истекшем году построено было 10 тысяч метров квадратных многоквартирного жилья, то в текущем году его надо будет ввести 28 тысяч. Загружены практически все предприятия. Кроме того, и наш ДСК то же самое принимает активное участие в строительстве жилья. Кроме того, индивидуальное жилищное строительство развивается в Аршанском районе. Они ввели в эксплуатацию в прошлом году 14 тысяч из 24 тысяч, это более 50%. Амаль палова абласнога задання па ўзвядзенні жылля прыходзіцца на Віцебск. Управленне капітальнага будаўніцтва горада з'яўляецца заказчыкам 2 дзясяткаў дамоў, якія ўзводзяцца зараз у абласным цэнтры. Это дома и с господдержкой по 240 указу, это и коммерческие дома. В основном у нас вот с господдержкой сейчас мы раскрываем 9-й квартал, впиливать. Коммерческое жилье мы возводим сейчас вот квартал Даватора труда. У нас есть, мы там один дом построили, сейчас вот Сельстрой строит еще один дом, проектируем еще 3 дома 10-этажных, это коммерческое жилье будет. В 2019 году мы будем делать задел уже где-то со 2-го квартала и на 2020 год дома. Вот. Перспектива, ну и работа есть. Сёлета ў Віцебску ўзводзіцца некалькі 16-павярховых дамоў па новым праекце. Это вот первый дом в городе Витебске, да, 16-этажный. Это серия 111-108. Мы, в принципе, строили дома 10-этажные все. Здесь и фасад будет с навесного стекла, такой особенный. Здесь, видите, и французские такие балкончики. Вот. Красивый дом. Сдаем мы во 2-м квартале этот дом. Мала ўзвесці дом. Неабходна пабудаваць камунікацыі, стварыць инфраструктуру для яго нармальнай эксплуатацыі. Разработан проект по строительству инженерно-транспортной инфраструктуры микрорайона квартала 9 в микрорайоне Белева и микрорайона Черемушки. То есть на этот год запланировано даже начать строительство жилых многоквартирных домов в квартале Черемушки с последующей сдачей в 2020 году.
большое внимание уделяется индивидуальной жилой застройке. В этом году запланировано проектирование и строительство инженерных сетей в микрорайоне Орехово, так как там уже люди подходят к тому, что необходимо сдавать жилые дома. Также заканчивается строительство инженерно-транспортной инфраструктуры Тулова, Бетелева. Мікрараён Білева абласнога цэнтра забудоўваецца хутка. Слабым месцам інфраструктуры застаецца транспартная сувязь мікрараёна з астатняй часткай горада. Практычна ўвесь рух ажыццяўляецца праз Маскоўскі праспект. Жыхары Белева з нецярпеннем чакаюць уводу яшчэ адной транспартнай артэрыі, якая злучыць праспект будаўнікоў з вуліцамі Караткевіча і генерала Івановскага. Сделаны, в принципе, самые основные работы – это по выносу инженерных сетей. Это и газопроводы там больших диаметров, это и водопровод, вот, это и сети и связи, это и кабельная продукция. Там 2 путепровода, железнодорожных путепровода, да. Мы прошли 1 путепровод, переложили, да. В этом году нам предстоит еще пройти 2 путепровод, чтобы переключить, пройти под этими путепроводами. И в 2020 году намечается у нас сдача этого объекта. Асноўная праблема будаўнічай галіны сёння – недахоп кваліфікаваных кадраў. Сярэдняя зарплата па вобласці ў гэтай сферы за мінулы месяц склала 853 рублі. Ну, сегодня какая проблема? В принципе, да, вот берите 16-17 год, как-то вот не было работы строительным организациям, да, вот конец 18-19 год, появляются объекты у нас, так, вот, но, будем говорить, проблема с кадрами, она есть. Вот сегодня набрать, будем говорить, хороших каменщиков – это проблема. Это проблема. Старое поколение, которое уже отработало каменщиками, она уходит на пенсию. Так, молодежь, она не сильно хочет идти на такие специальности, работать целый день с утра до вечера там на 16 этаже или на 10-м ложиться на кирпичную кладку. Так, вот. Сегодня проблема, конечно, штукатурные работы надо выполнять, тоже нету таких вот специалистов. Есть, проблема в кадрах есть сегодня. Если в 2010 году в строительной отрасли было задействовано 30 тысяч работающих, то на 1 января 2018 года их уже было только 16 тысяч работающих. И на 1 января 2019 года эту численность мы еще потеряли 700 человек. Эта численность составила 15 300 человек. Будут приниматься дополнительные меры, чтобы увеличение заработной платы на более востребованные категории строителей, это каменщики. Ну, кроме того, значит, уменьшение кадров, естественно, стимулирует и привлечение других технологий, которые не требуют большого количества работающих. Поэтому это может быть и положительную роль играть на стоимость квадратного метра. Значит, что применение новых технологий будет способствовать уменьшению стоимости жилья. Ну и, соответственно, за счет уменьшения стоимости, как ставит задача президент, чтобы за счет уменьшения стоимости можно было увеличить заработную плату и тем самым привлечь дополнительные кадры в строительную отрасль. У Віцебскай вобласці на аднаго жыхара сёння ў сярэднім прыходзіцца 27,1 квадратнага метра жылля. Значит, вы знаете, что программа жилищного строительства, она уже проходит более 10 лет, и в конечном итоге, значит, жилья все-таки будет достаточно. И на сегодняшний день в некоторых регионах, это регионах, районах, что есть трудности с комплектованием жилья. Если мы раньше строили 60-квартирные дома, то мы сейчас там строим 40-квартирные дома, чтобы в случае неукомплектования оказать поддержку строительством коммерческого жилья. Ці дастаткова в вобласці будуецца жылля? На гэты раз такое пытанне мы задалі выпадковым мінакам. Возможно, и достаточно, но не всем по карману. По нашим зарплатам в нашем городе это малодоступно. Не всем по карману построить жилье по таким ценам, которые строятся у нас в городе. Ну, жилье есть, в принципе, можно купить, но для этого нужно больше зарабатывать. Я человек уже старый на пенсии, не в курсе, но знаю, что строительство идет, тут неплохо. Нет, конечно, его нигде недостаточно, если честно. Нигде, конечно. На мой взгляд, так скажем, на уровне среднего. Дети как бы улучшили свое жилье, так скажем. По сравнению с нами у них комфортное жилье. Они смогли бы отстроиться за счет? Ну, за счет, как и все сейчас, за счет кредитов и прочее.
На сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск» vtv.by змешчана традыцыйнае пытанне па тэме праграмы. На мінулым тыдні мы прапанавалі вам выказацца аб якасці школьнага харчавання. Большасць выбрала адказ, што меню адпавядае пажаданням. Прапановы па тэме перадачы можна даслаць на наш электронны адрас. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!